Всмотритесь в эти лица. Это они победили в Великой Отечественной войне. Это они подарили нам жизнь. На фронт ушли миллионы. Вернулся только каждый второй. Сотни тысяч до сих пор лежат на полях сражений. Пожалуй, вот так оно и выглядит – петь голосами своих детей. Село Шалажи Урус-Мартановского района Чеченской Республики. Племянники, внуки, родные и близкие провожают в последний путь красноармейца Хамида Хабиляева. Солдат считался пропавшим без вести. Поисковики Нижегородского отряда «Курган» нашли останки и смертный медальон и вернули бойца домой. Отец был бы жив, отец, 3 братьев дома у него были. Они запрашивали, без вести пропал, без вести пропал. Для них это был бы сегодня большой праздник, вот, памятник могильный, что они вернулись. Вернулся он теперь на свою родную землю после 77 лет. Большое вам человеческое спасибо. В моем понятии вы стержень государства, вы укрепляете национальную связь, национальную дружбу, укрепляете вы. 8 августа 2019 года. Очередная поисковая экспедиция Нижегородского отряда «Курган» в Бельском районе Тверской области подходит к концу. Поднято 95 бойцов и командиров Красной армии. Лагерь потихоньку сворачивается. Но, как выражаются сами поисковики, еще один солдат Великой Отечественной в этот день решил, что пришло и ему время вернуться с войны. Пошел немножечко отдельно от основной группы, скажем так, уже уставший, уже надоело, ничего не было, и просто начал копать на первый попавшийся сигнал. Более-менее такой устойчивый сигнал металлоискателя. Кружка, граната, ботинки, ну и самое главное, медальон. Есть! Есть! Может выколотиться, кстати. Воды! Я просил кого-то принести воды. Федь, давай распилим аккуратно. Записка очень классная. Записка прямо в нуле. Медальон сохранился так, как будто его заполняли, ну не то что вчера, ну совсем недавно. И сохранился изумительно. Закрыт был очень плотно. И развернулся очень хорошо. Чья СССР? Чечено-Ингушская? Хабиляев Хамид, 13-й год, Чечено-Ингушская ССР. Галашки. Село Ялхара. Вот он. Хабиляев. Есть. 7 апреля 42-го. 135-е Вышегоры. У него две Z. Хабид. Хавиляев, Хабид. Так Вышегоры или Бор? Нет, погиб в Бору, а первично захоронен, типа, останки захоронены на Бору. Слушай, в Демихах надо его смотреть. Нет его в Демихах. Нету? Нету. Было несколько воронок, и по большому счету он лежал тоже не в какой-то могиле. Его, скорее всего, просто прикопали в такой же воронке от минометной мины. Бежал, взрыв, у него была оторвана нога, он был с оружием, то есть он погиб в бою. Человек, который погиб в бою, то есть практически человек остался, вот, скажем так, продолжал свой бой с 42 по 2019. Рядовой Красной армии, уроженец Чечено-Ингушской республики Хамид Хабиляев погиб в жестоких боях Ржевской. 8 августа – это день, когда мой отец получил на меня похоронку.
в 1996 году я служил на Северном Кавказе в составе 101-й особой бригады оперативного назначения. В августе 1996 года мы стояли в Грозном, я был эвакуирован в госпиталь, а когда нашу бригаду деблокировали, соответственно, меня не было ни в списке живых, ни в списке мертвых, и так уж получилось, что меня отправили похоронить как на пропавшего без вести. И вот 8 августа 1996 мой отец получил на меня похоронку. И 8 августа 2019 я нашел чеченца. Не знаю, наверное, какое-то примирение себя с самим собой. Потому что, было и было, было и прошло. Наши деды были братья в той войне. И не их вина, что нам спустя каких-то там 50 лет пришлось направить оружие друг против друга. Наши дети не должны этого делать. И вот ради того, чтобы наши дети мой сын не ездил туда с автоматом, наверное, я сейчас мне повезло найти человека и вернуть его. Для нас, для чеченцев, это очень важно. Около 35-40 тысяч человек у нас в то время, по официальным данным, в период выселения нас служили в Красной армии, воевали, с немцами воевали. Для нас эта вся информация закрывалась после выселения, она вообще никто ничего не знал. Так что вот эти поисковые бригады, низкий им поклон, человеческий поклон, они очень нужное, очень благородное дело они делают. Макшарип – один из старейших рода Хабиляевых. Он помнит, как в 1957 году возвращались домой в Чечню из депортации. Въезд в родовое селение Елхарой был запрещен. Семья и родственники обосновались в селе Шалажи. Вот это место, вот эта деревня в 1957 году, после того, как нам разрешили приехать на родину, здесь мои родители обосновались. Вот первое время, когда мы приехали здесь, на моей памяти, сколько я помню, здесь 5-6 лет мне было, вот в этот день 7 землянок было. Своими силами люди обустраивались как могли. Сначала ставили деревянные дома, затем Макшарип, окончив институт, выстроил для своей семьи вот этот каменный дом. До 1994 года здесь мы прожили полноценной, счастливой жизнью, можно сказать. Здесь 7 детей было, отец, мать, сестра. И вот когда известные нам события, в 2006 году ночью час нас бомбили. В то время еще считали, мирные деревни бомбить не будут, люди так спокойно были. Час ночи нас, значит, ракетным бомбовым ударом. Мы вот в этом подвале скрывались все, кто есть. Люди, которые видели вот эту картину, конечно, всегда думали, что нас все уже сравняли с землей. Прямых попаданий не было, вот нас спасло, а вот везде, вот как будто перепаханное поле, воронки от глубины бомб 15 метров длиной, 8 метров радиуса воронки были. Вот здесь, по-моему, вот здесь были, вот в нескольких местах были. Оттуда вот такие булыжники, камни, вот это от ударов, в комнату заносились, в комнату потолки пробивали. Вновь пришлось, бросив все, покинуть родные места. На несколько лет Макшарип с семьей переехал в Россию. После войны вернулся в Грозный. Восстановить до конца дом в селе Шалажи пока не получается, но все впереди. Раз родовое кладбище здесь, значит и село будет жить. Мы теперь знаем, что останки его, прах дяди находится здесь. Мы знаем, что он здесь рядом с нами. Вот эту траву обычно убирают осенью, когда трава высыхает. Со слов пророка, саллаху алейхи вассалям, что вот эта трава, зеленая трава, траву этого нельзя трогать, потому что пока эта трава, значит, цветет и она колышется ветром, то эта трава у Всевышнего милости просит для этого покойного. За 32 года существования Нижегородский поисковый отряд «Курган» самостоятельно и в сотрудничестве с другими поисковыми отрядами поднял и перезахоронил свыше 5500 бойцов и командиров Красной армии. Установили 432 имени, вернули на родину 10 человек.